В последние годы на Северном Кавказе наблюдается положительная тенденция по формированию позитивного отношения к донорству крови и костного мозга. Безусловно, важную роль в этом занимает некоммерческий сектор, общественные движения и организации, которые занимаются развитием и популяризацией донорства и, по сути, являются главными помощниками организации службы крови. Вот и эту встречу организовал благотворительный фонд «Клуб добрых людей». Тогда уже впервые на уровне правительства была произнесена такая тема, как обязательная пропаганда донорства крови в нашем регионе. Но пропаганда донорства крови на тот момент она звучала немного так скомканно. Как у нас проходила пропаганда, это мы выезжали на тот момент существующие предприятия, в основном это были военные части. Приходили, приезжали, рассказывали и делали забор крови и просто уезжали. Конечно, очень была грустная ситуация с донорством крови. Если с понятием донорства крови знакомы многие, то со стволовыми клетками все намного сложнее. Согласно исследованиям, большинство в России мало знают о донорстве костного мозга. Чтобы восполнить эту информационную брешь, пригласили экспертов из Москвы. Из всех добровольцев лишь единицы генетически совместимы. Они и могут стать реальными спасителями для больных лейкемией. Поэтому важно расширять базу, говорят на конференции. Особенно важно, чтобы жители маленьких республик, да, малочисленные народы, они должны вообще все быть в этом регистре, потому что неизвестно, в чей дом завтра постучит беда, и только вот сами друг другу могут помочь. Да, вот я русская, я, например, не смогу помочь ребенку ингушу при всем желании, потому что у меня другой набор генов. Нужно искать донора будет здесь среди своих, потому очень важно. Я очень рада сегодня видеть столько людей, которые наконец-то стали интересоваться этой важной темой. Благотворительный фонд КДЛ ведет проект «Я донор» уже 8 лет. Он направлен на формирование позитивного отношения к донорству. Представители фонда проводят регулярные акции по сдаче крови, тренинги для молодежи, встречи и викторины со школьниками и организуют подобные конференции. Директор фонда рассказала, что благотворители проводили исследования в регионе на тему развития донорства. И вот спустя 5 лет повторили его. И, судя по результатам, все больше людей готовы помогать другим. Когда мы опрашивали молодежь, менее четверти опрошенной молодежи не знают свою группу крови. Тогда как 5 лет назад эти цифры были гораздо больше. Около 80% совершенно не знают, какая у них группа крови и вообще ничего не слышали о донорстве. Также мы спрашивали о том, знают ли они про Всемирный день донора. Здесь тоже результаты нас поразили и удивили. Донорство крови и клеток костного мозга – это то, что объединяет людей разных профессий и взглядов на жизнь. На конференцию пригласили представителей совершенно разных областей. Это сотрудники благотворительных организаций Северного Кавказа, представители службы крови, региональных органов власти, образовательных учреждений, доноры крови, представители медицинского сообщества и молодежных организаций. Имам мечети Магаса рассказал о ценности спасения жизни в исламе. По этому поводу Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ваман ахьяха факаннама ахья наса джамиа». Тот, кто оживил душу. Что это означает? Тот, кто стал причиной того, что Всевышний Аллах оставил живых какого-либо человека, тот подобен тому, кто оживил все человечество. В каждом регионе есть свои особенности и ценный опыт в работе, которым важно делиться. Гости из соседних субъектов рассказали, как они популяризируют это направление у себя. Зарема Ивлоева, Алисхан Говорожев, Магаз 24.